Кумарбек Курманбекович, ну, во-первых, я вам объявляю замечание за опоздание на процесс. Пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Фамилия, имя, отчество, дату рождения, место жительства и место работы. Доброе утро, уважаемые председатели, уважаемые судьи. Приношу свои извинения. Байдулаев Кумарбек Курманбекович, 7 февраля 1983 года рождения. Проживаю по адресу город Бишкек, занимаю должность начальника Главного управления по надзору за следствием, оперативно-розыскной деятельностью и дознанием Генеральной прокуратуры Российской Республики, полковник юстиции. Место жительства сказали? Да. Присаживайтесь. Так. Слово для выступления предоставляется обращающейся стороне Мамбетказиеву Адлету Рузбековичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Уважаемый суд, поданное мною ходатайство я полностью поддерживаю и прошу признать неконституционным и противоречащим части 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики, части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики от 9 февраля 2024 года за номером 42 об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека. Считаю то, что данная норма амнистии противоречит Конституции, в первую очередь части 1 статьи 60, поскольку та норма, которая ограничивает его применение в данном законе об амнистии, оно является противоречащим Конституции, поскольку в Конституции прямо указано то, что любой закон, который смягчает положение и ответственность, либо освобождает от ответственности обвиняемого, оно имеет обратное действие вне зависимости от срока его применения. Также данная проблема, я как адвокат у себя на практике очень часто сталкиваюсь с данной проблемой. У всех судов, у многих судов применение по данным нормам именно с амнистией разное. И в связи с чем, для того, чтобы уже определить единую практику, я обратился с данным ходатайством. Кроме того, также просим проверить статью 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики на соответствие части 1 статьи 1, частями 1 и 2 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, поскольку есть при применении акта об амнистии такая практика, то что некоторые судьи, они только освобождают от наказания, а некоторые судьи, они освобождают его от ответственности. То есть при применении данной амнистии у подсудимого, обвиняемого, у него имеется два разных последствия по статусу, по дальнейшему ему статусу. То есть он будет привлеченный, либо он будет судимый. Считаю то, что данная практика тоже должна быть единой, поскольку это два разных статуса, которые в дальнейшем могут повлиять на его дальнейшую жизнедеятельность, на его судьбу. И в связи с чем также просим проверить статью 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. У нас все. У вас все, да? Да.